Фанзиль Ахмедович. Хотел бы узнать вашу точку зрения. Я могу сказать, что я к Фанзилю Ахмедовичу отношусь с уважением, никаким преступником я его не считаю. Это человек очень известный. Если молодежь Башкортостана напишет коллективное письмо в Совет по правам человека, тогда мы этому письму дадим ход. Если вы считаете, что это несправедливо, напишите письмо на имя Михаила Александровича Федотова, руководителя Совета по правам человека. Хотите на мое имя тоже, Федотова и Шевченко. Передайте, поставьте подписи, соберите подписи среди башкирских, там, не знаю, студенчества и так далее, если это хотите. Или не собирайте этих подписей, кто-то один подпишет, я не знаю как, но должен какой-то документ. Помимо того, что адвокаты должны кассировать, вносить кассационную жалобу на приговор в порядке и инстанции. Потому что приговор, очевидно, несправедливый, обыск и так далее, обнаружение этих наркотиков было неправомочно сделанной степени и так далее, все эти нюансы юридические. Во всем остальном, если нарушаются права человека, мы должны иметь заявление от граждан. Понимаете, по всей стране нарушаются тысячи прав человека, в любом сложном государстве, тысячи. Где-то на самом деле нарушаются, а где-то не нарушаются. Чтобы Совет разобрался с этим делом, да, чтобы мы создали комиссию, сделали как типовую, мы не можем разобраться с десятками тысяч таких прав. На это есть адвокатура, юридическая консультация, юридическая защита. Мы можем разобраться как с типовым делом. В данном случае я считаю, это типовое, модельное дело. Дайте нам повод. Знаешь мои контакты, я к вам ко всем обращаюсь. Подпишите, напишите общее письмо и сложите суть вопроса. Почему вы считаете, что нарушены его права? Сразу вам скажу, что просто приговор, мне кажется, несправедливым, это не аргумент. Скажу вам честно. Потому что любой приговор кажется несправедливым. Я не знаю ни одного человека, который согласился бы с приговором, который ему вынесли. Знаете, только на сталинских процессах вставали под защиту и говорили, меня привели к расстрелу, потому что это мало, потому что я такая гнида, так изменил советской власти, что мне надо 10 тысяч раз расстрелять. Но с тех пор я не знаю других примеров, когда подсудимые были согласны с приговорами. Но это не значит, что приговоры правильные. Значит, общество в вашем лице, например, или в лице других, должно выступить, обратить внимание правозащитников и государства на этот приговор. Дайте нам возможность создать за него прецедентное расследование.